Ослабление рубля сказалось и на стоимости бытовой техники. Скорее всего, это стало и причиной развития непонятной ситуации вокруг крупнейшего супермаркета по продаже электроники «Телемакс». Федеральная сеть с первых дней Нового года прекратила работу в Сыктывкаре и Эжве, официально по техническим причинам. Впрочем, никто уже не скрывает, магазин, скорее всего, вовсе не откроется. По крайней мере, в регионах. Ситуация характерна для 33 региональных представительств, кроме Санкт-Петербурга. В Псковской области, например, жители уже попросили вмешаться в ситуацию губернатора. Клиенты гадают, что делать с неиспользованными подарочными сертификатами и оплаченной сверх цены дополнительной гарантией. Евгений Ракин разбирался в запутанной истории. Закрыт по техническим причинам. Объявление с припиской «Навсегда» для многих горожан стало новогодней неожиданностью. Крупная межрегиональная сеть магазинов бытовой техники и электроники прекратила свою деятельность в столице Коми и еще в 15 городах северо-запада и центральной части России. Так называемую оптимизацию компания, по всей видимости, решила провести по-тихому. Сюрприз удался, особенно для сотрудников торгового предприятия. О том, что в новом году нужно искать новую работу, они узнали 31 декабря. Между тем, в просак попали и доверчивые покупатели, которые, ничего не подозревая, охотно тратили свои кровные накануне долгожданного праздника. В нашем городе был магазин «Телемакс». 23 декабря 2014 года купили у них стиральную машину. Договорились о самовывозе 9 января 2015 года. Со 2 января магазин перестает работать. И никто даже не позвонил и не сказал об этом. Естественно, товар остался у них. По указанному номеру телефона оператор не может ничего толком сказать. Что нам делать в этой ситуации? Потребители в неведении, что делать с подарочными сертификатами. Продать продали, а реализовать их, получается, теперь возможно только в Питере. Там магазины еще работают. Кроме того, многие покупатели приобрели товар с продлением сервисного обслуживания. Неужели доплатили зря? Только купили пылесос, и у него еще 2 года дополнительной гарантии, то есть еще получается, грубо говоря, 3 года, а уже обратиться-то некуда, мы же не поедем в Питер с этой дополнительной гарантией. Ситуацией уже заинтересовались федеральные СМИ, однако официальных комментариев компания до сих пор не дала. Горячая линия для регионов уже не работает, а в колл-центре Санкт-Петербурга дать внятный комментарий не могут, ссылаясь на внутренние распоряжения. Если вас интересует информация по вашему магазину, мы можем оформить запрос через сайт. В течение 1-2 рабочих дней специалист вам перезвонит. Директоры сыктывкарских магазинов от встречи с нами тоже отказались. Впрочем, заверили, все обязательства перед покупателями будут выполнены. Полностью региональные филиалы закроются только весной. До тех пор можно оформить возврат на товар или вернуть деньги за подарочный сертификат. Правда, как это сделать, когда двери наглухо закрыты, не ясно. И это лишь усиливает подозрения. Евгений Ракин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.